Сегодня продолжаем говорить про апрельские праздники. И, кстати говоря, 2 апреля отмечается День детской книги, поэтому мы пригласили рассказать о новинках татарского книжного издательства заместителя генерального директора Венеру Шамсудинову. Венера, доброе утро. Венера, очень рада вас видеть. И, как всегда, вы принесли с собой книги. Сегодня книги детские. Сегодня детские. А как вы считаете, с какого возраста стоит приучать ребенка к чтению книг? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что чтение развивает прежде всего и речь, и воображение. И список этот можно бесконечно продолжать. Сплошные положительные все моменты от чтения. Поэтому желательно, конечно, прям с самого рождения приучать. Тем более, что сегодня книжный рынок настолько богат книгами для таких детей. Вот, к примеру, я даже сегодня принесла такое издание. С кнопочкой? Это с кнопочкой. Помимо того, что она картонная, да, то есть можно ее долго тактильно держать и не пожалеешь, если ребенок даже будет погрызть. Это детская книга 0+, да? Да, 0+, да. Это произведение Рабида Батулы, про приключенческая такая история про лягушку. И здесь я еще раз повторюсь, помимо того, что она картонная, она еще и красочная, да, то есть каждая страница, она вот уже визуально даже бросается в глаза. И это еще не все. Эта книга еще и говорящая, то есть нажав на кнопку, здесь можно прослушать это произведение. Давайте попробуем. И, кстати, я предупрежу, что уникальность книги в том, что сам автор Рабид Батула озвучил эту сказку и даже лягушку озвучил. Это заквакал Ваня. Это все, вот ему понравилось. Да, вот согласитесь, такая книга уже ребенку с рождения может понравиться. Можно послушать, да. Такие издания, они на самом деле очень развивают уже с пеленок воображение. Ну, раз мы говорим о детских книгах, какие книги можно читать детям до 7 лет? Для такого возраста, конечно, важна картинка, как я уже сказала, да, и ребенок обращает внимание на иллюстрации, поэтому мы уделяем особое внимание по работе с иллюстраторами, с художниками, и наши художники, когда начинают оформлять книгу, уже с момента обложки уделяют внимание тому, чтобы она была красочной, бросалась в глаза. И, да, и, например, тоже, в том числе, такой один из элементов, который может привлечь ребенка, это книга в формате героя. Например, это с ушками, это само название говорит за себя, здесь про котят, и, соответственно, она в формате вот таких ушек кошачьих. Здесь про лягушку, здесь уже сразу же тоже бросается в глаза про что это произведение. Да, лягушка, которая любит ходить в баню. Затем, конечно же, многие родители озадачены тому, чтобы не только обучить читать, да, но, может быть, и такую книгу, которая поможет и научить писать, рисовать. Вот у нас Даниля Аркитабе вышла эта книга, чем уникальна. Смотрите, если пролистывать ее, уже сразу же можно писать буквы, прописные, обучаться. Здесь в то же время есть разукрашки, здесь есть какие-то загадки, игры, и в том числе это на татарском языке. Да. И это буквально новинка, это вышла такая же книга, но уже на чувашском языке. Этот проект реализован при поддержке комиссии по языкам, и вот такая же уникальная книга, есть возможность теперь уже на чувашском языке изучить родной язык и обогатить свой словарный запас. Ну, Вера, вот случается так, что дети, категорически не хотят читать самостоятельно, тем более, в современном мире, да, когда все доступно в гаджетах. Что же сделать в этом случае? Как привить ребенку любовь к чтению? Ну, я думаю, наверное, вы меня как родитель поймете, что если заставлять, это наоборот будет противоположный эффект. Поэтому, наверное, нам, как родителям, во-первых, свой какой-то пример преподнести. То есть, когда мы вечером приходим с работы, после ужина, не телевизор смотреть, а полистать книжку, чтобы ребенок сам это видел. Затем очень важно, конечно, и это тоже доказывает тот факт, что детей это привлекает, прийти в книжный магазин непосредственно с ребенком. То есть, чтобы ребенок выбрал ту книгу, которая ему понравится. Потрогал. Да, потрогал. И нам так приятно наблюдать в наших книжных магазинах, когда родители приходят именно с детьми. Когда они буквально как вкопанные встают возле какого-то стенда. И вот мама только такую книгу. Поэтому, это уже гарантировано, что ребенок обязательно на нее обратит внимание. Раз уж выбрал, то и прочтет. Ну а что татарское книжное издательство рекомендует детям, подросткам, точнее, уже когда более сложный возраст начинается. Да, когда более сложный возраст, здесь, конечно, уже
рисунки, может быть, на второй план уходят, хотя тоже оформление играет большую роль, но в то же время смысловой формат. Вот, например, книга Алмаза Гимадеева «Кильшактан Кильян Малай». Это «Мальчик из будущего». Вот если уже обратить внимание на обложку, здесь уже в таком комиксе формата, и здесь такие же современные картинки, которые, в принципе, передают весь смысл этого произведения. Здесь уже, конечно, смысл очень важный. Здесь уже дети постарше стараются разобраться в каких-то ситуациях, в то же время интересуются книгами по психологии. И не пугает, что не очень толстая книга, когда даже берешь толстую книгу, И думаешь, ох, сколько тоже хотел бы представить вот татарская мифология для детей. Эта книга, у нас даже взрослые ее очень с интересом приобретают, потому что здесь вот именно про наши, не только про Шурале, но про Суанаса, но про других персонажей из мифологии татарской. Вот. И здесь в том числе прям схематично изображено, да, то есть как это выглядит тот или иной персонаж, и дана полностью подробная информация. Слушайте, ну вот даже в подарок, да, вот такая книга, мне кажется, просто очень порадует того, кому подарят эту книгу. Прекрасно. Венера, спасибо вам огромное. Я понимаю, что вы принесли только малую часть книг, которые представлены в вашем издательстве. Спасибо большое и с весной. Добро пожаловать. И спасибо, что книжное издательство всегда радует нас красочными обложками.